Во дворе орет пьяная женщина. Муж буянит в алкогольном опьянении. Жену ударил пьяный мужчина. Шумит трактор. Ударили по лицу. Сломали дверь в ванной. Задержали вора в магазине. Ну вот это примерно половина. Это что это? Это половина материалов, которые поступают в производство участкового. То есть вот примерно объем, ну, в зависимости от участка. Это вот среднее количество поступления материалов на проверку участкового. Ежедневно получает. Сообщения разного характера. Отшумят соседей, скандалы семейные, бытовые. Даже вот сами слышали, то, что трактор шумит, там дверь сломали в ванной. Вот такого характера заявления поступает в производство участкового. Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся в управе строительного округа города Якутска, где расположен участковый пункт полиции. Около 100 лет назад в Советском Союзе появилась должность участкового. Тогда это была просто инструкция. Около 100 лет прошло, и сегодня мы проведем полный день с участковыми уполномоченными, с нашими стражами правопорядка и узнаем, как они работают. Сколько у вас сотрудников? Какая у вас зона ответственности? У нас на участковом пункте полиции здесь находится непосредственно 6 человек. В настоящее время только 3 сотрудника, остальные на выезде находятся. Зона ответственности строительный округ, население около 60 тысяч человек. Это на каждого участкового сколько приходится человек? По 10 тысяч примерно человек. В кварталах это как? Как распределяется? То есть здесь 6 сотрудников участковых, строительный 1 называется, участковый пункт полиции. И есть еще строительные 2 участковые, они находятся на квартале. 17-й квартал непосредственно курирует. Наша зона ответственности начинается ближе к центру. То есть вот Клара Цеткина, Пояркова, Петра Алексеева. То есть вплоть до площади Орджоникидзе наша территория. С кем вам приходится работать? Это какие слои населения? Дети, какие-то неблагополучные, может быть, семьи? Кто это? Так, это лица, в первую очередь, состоящие у нас на учетах профилактических. То есть семейные дебоширы, люди, которые попадают постоянно в наше поле зрения. То есть это семейные скандалисты, чаще всего. И те, которые шумят в ночное время непосредственно. Ну, скорее всего, вы их уже знаете по именам. Да, большинство знаем, потому что это одни и те же лица в основном. С ними ведем работу постоянную, то есть профилактические беседы проводятся, посещение по месту жительства, проверка жилищно-бытовых условий. Вот, расскажи, во сколько начинается ваш рабочий день? Наш рабочий день начинается с 8:30. В дежурной части мы все собираемся, ознакомимся со сводкой, то есть происшествия, которые произошли за предыдущую ночь. А также проверяем лица, которые были доставлены в дежурную часть, то есть по нашим административным участкам. Возможно, среди них есть лица, которые состоят у нас на учетах. Для этого мы сверяемся по журналам, проверяем. После этого у нас проходит совещание планерное каждое утро. После этого мы вооружаемся, получаем свои материалы, которые были отписаны нам за предыдущие дежурные сутки. Ну и приезжаем на участковый пункт полиции, делаем запросы, после этого начинаем посещать участки, то есть адреса, с которых поступили вызова, заявления. Какими качествами должен обладать участковый уполномоченный? Так, ну, скорее всего, стрессовая устойчивость, то есть участковый должен быть также в какой-то мере психологом, потому что общаемся с большим количеством граждан, у каждого свой характер, нрав, каждому нужно найти подход. Работаю я в должности участкового уже с 2014 года, начинал со звания лейтенанта полиции после окончания школы милиции. Женат, 2 детей. У нас график работы не нормированный, поэтому мы приходим на работу с утра и домой возвращаемся только поздно вечером, ну, даже уже ночью, наверное, ближе к 10, наверное, часу вечера. Поэтому дети сейчас уже привыкли, они все понимают. Среди дел мы заметили, что лежит 5000-я купюра, подумали, интересный случай, что это, что же делать? Да, я сейчас вам объясню.
Тут поступил материал проверки по факту задержания вора в магазине. То есть человек пытался расплатиться кассиром, перед кассиром за продукты. Вот банкноты 5000 дублей, то есть это, грубо говоря, банком приколов, купюры. И этого человека задержали, доставили в отдел полиции. Также этот человек пытался совершить мелкое хищение, то есть это административное правонарушение. Человек был доставлен в отдел, на него составлен протокол, в дальнейшем он будет привлечен к ответственности. То есть его повезут в суд, и судья ему назначит наказание. Сейчас мы едем на адрес, где проживают лица, ведущие асоциальный образ жизни. Едем для того, чтобы провести профилактическую беседу, проверить, кто находится в данной квартире. Потому что бывают случаи, когда на таких вот подобных адресах находятся люди, которые находятся в оперативном поиске либо в розыске. Шумит этот счетчик-то. Здравствуйте, школа. Здравствуй. Как дела? Сейчас один проживаешь? Гости приходят, нет? Гости. Посещают тебя? Не, я никого не пускаю. Мне только Наталька приходит. Только Наталья, да? Сейчас больше никого В нет. прошлый раз я заходил, у тебя были же здесь гости? Это приходит иногда. Вот недавно поминки у меня были. У меня было 3 поминок. У меня жена умерла, бабушка умерла, невестка и дочка, да, и даже 4. И все тогда были неудобно. Правда. Посторонних нету, говоришь, да? Кроме Натальи. Не, только Наташка приходит. Сейчас что, не убиваешь? Не, мужиков тем более не. Девчонки на Наташке приходят. И все запускаем. Они помогают нам то убраться, это не могу. То в магазин сходить. Ну, посетили, посмотрели. В данное время сейчас находится один в трезвом состоянии. То есть с человеком постоянно проводятся работы, беседы проводим, посещаем регулярно квартиру. Ну и видно, что наши беседы не проходят зря. Человек все-таки прислушивается и пытается исправляться. По крайней мере, в трезвом состоянии, и посторонних людей у него нет в квартире. Оксана, что с дверью? Водичка. Ё-моё. Что случилось у тебя с дверью? А? Дверь случилось? Мамбеты ходят. Да. Одна дома? Я дома. Одна? А кто еще должен быть? Друзья. Какие? Вот только что ушли. Что? Да. А дверь кто там? Вот они сделаны. Которые в гостях были? Ага, в гостях были. Мамбеты вот эти вот, которые в этим, по этим домам лазят. 3 были, 4 было их. Так, 2 или 4? Выпивший? 4 были, да, они пьяные были, приходили. Какой дом? Тут? Вон тот 18-й дом. 18. А туда остался какой подъезд? 12-я квартира, 1-й 12-я? подъезд, 2-й подъезд. Там живут. Да они не живут там, они ищут одного. Уважаем. Здравствуйте. Где ты там? Документы нужны? Где? В квартире? Здесь вот 12, да? На первом доме? Пойдем. А документы где? В квартире? С кем ты живешь? Здравствуй. Ну, нет. Документы есть?
Откуда вы будете? Я Да. Камчатский район. Ага. Тут что? Ты арендуешь или что? Нет, я собрал. Выбирали бы? Этот второй? Да? Когда успокоишься? В отпуске или что? Да нет, Призываешься? не, расторгли контракт, правда. Медосмотр выяснил, да? Что это друг, да? Что чувствуется? Чувствуется? А я же тебя же на Дзержинского 35 видел. Чья квартира здесь? Были. Просто зашли, живете или что? Ты рассказывай, это ты не в состоянии рассказать. У меня второй день, я сам. Ну ты пришел, он уже здесь был. А? Да. Как ты сюда пришел? Как ты его нашел, встретил? На улице сидит? Посмотри-ка там другие. Трезвый? Тут есть? Страшная картина. Ты мальчик это нахрен. Ну вот этот Андрей. А И Иван, ты был, наверное, там, да? Я. Так, ну. Я на вашей где-то. Вон тот дом на втором этаже. 5-я квартира. Первый подъезд. Дверь налево сразу. Она же говорит, что вы известны. Вместе пили, да, с этой женщиной? А? Вместе с ней? У нее пили? Да. Нет, Той женщиной не пили? вчера никуда не ходили. Ну как она твоего Андрейка должна? Если вы утром ходите. Ходили я? Не местный здесь, я первый. Второй день был. Еще не знаю. Что ты когда уезжаешь? Наверняка? Или куда? Я не помню. Когда едешь? Ну, Билет ничего нет на руках. Сейчас где будешь? Здесь обитать? А ты откуда? У нас Ленского района. Или в городе ты живешь? Она снимала. Ты снимаешь? Дверь, которая ломает тебе. Нет, Ой, который там даже, да? Так, ну, с заявительницей мы переговорили, нашли виновника. Данный человек, получается, восстановит, ремонтирует дверь. То есть сама заявительница не против, она говорит, ну, главное, чтобы установили дверь, восстановили. В течение дня сегодня человек дверь ремонтирует, поставит. Мирное соглашение получается, да, с заявителем, и мы вызываем, ну, правонарушителя. А вообще вот какие у вас есть рычаги воздействия на подобные, скажем, бичхаты? Рычаги воздействия только на профилактический отход. Ну и в зависимости от ситуации составления административного протокола. То есть доводить дело можно до городского суда, а там уже и можно выйти на арест до 15 суток. То есть если человек пребывает в местах таких, ну, так сказать, тоже неприятных, 15 суток, он уже начинает думать, что чуть-чуть все равно придет участковый и накажет, можно так сказать. Помимо вот подобных выездов, у ребят очень много документальной работы. Сейчас они направляются обратно на участок, где будут заполнять свои документы. Ребята, столетие службы, что вы хотите, что можете передать своим коллегам по всей территории нашей огромной страны? Хотим поздравить всех наших коллег с наступающим днем сотрудника полиции, также с профессиональным днем участковых, который также наступит, в ближайшее время будет. Хотелось бы пожелать своим коллегам стойкости в нашем нелегкой профессии, здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания. Ну и
Отдельно хочу выразить благодарность всем женам сотрудников полиции, потому что они являются тылом. Как говорится, если в семье все нормально, значит на работе тоже все будет хорошо. И от этого очень много зависит.